Но мы собрались в нашей белой комнате, чтобы перед выборами в местные кеңеши ознакомить наших телезрителей с кандидатами в депутаты. Сегодня в гостях в нашей белой комнате кандидат в депутаты Бишкекского городского кеңеша Улук Кадырбаев. Так как нам СИК запретил проводить агитацию, потому что вы нам не заплатили бесплатную агитацию, мы как бы не будем называть, с какой вы партии представляете, чтобы все как бы формальности урегулировать, вам надо будет подписать контракт, вот этот, да? Вот этот, да. Чтобы потом СИК нам ничего не говорил. Вот. То есть вы все-таки юрист? Да. Вы не будете это подписывать? Не буду. Хорошо. Кстати, здесь заявление, чтобы меня исключили из списка. Просмотрев вашу биографию, что-то как бы трудно сделать однозначный вывод. Чем вы зарабатываете на жизнь? Консалтингом. Я консультирую бизнес-ассоциации по стратегическому управлению, по вопросам в части, например, если какая-то ассоциация приходит и говорит, у нас сложности, скажем, развития отрасли, мы выявляем, какие законы надо менять или какие законы являются им помехой. То есть такое очень аналитическая, очень такая скучная работа, но я пытаюсь объяснить всем, многие не понимают. Но это вот работа в плоскости законотворчества. Могу я вас назвать лоббистом? Да, это вот именно современная форма лоббизма. Лук, зачем тебе власть? Ну, во-первых, надо всем понимать, что Бишкекский горкеңеш – это не власть в том понимании, которое мы имеем, а джоркеңеш. Бишкекский горкеңеш – это надзорный орган в части деятельности муниципалитета. И как житель города Бишкек, вот я ежегодно наблюдаю за судьбой той дороги, которая проходит вдоль моего дома. Я удивляюсь, ты налива, я удивляюсь, что ее умудряются ремонтировать от 2 до 3 раз каждое лето. Вот каждое лето ее ремонтируют 3 раза. И мне просто убивает вот мысль такая, насколько надо быть, вот, чтобы с одного места руки росли, что ты ее ремонтируешь раз в начале лета, потом она опять раздолбается, яма появляется, ты ремонтируешь еще в середине лета, и в конце еще добиваешь, а потом мы едем, скажем, вот сейчас ноябрь-декабрь, ямы опять там. И мне интересно, вот сколько денег тратит Бишкек на ремонт этих дорог, и все равно умудряется оставить ямы. Вот в Джоуру Кеңеш, когда ты баллотировался, да, ты под номером 80, да? Да. Это что, для понтов или это реально дешево? Это было не только чтобы не дешево, это было с тем связано, что это был мой такой первый опыт участия в избирательной кампании. Это опыт, который ты не купишь, это опыт, который ты просто так не получишь, даже захочешь. Я, к сожалению, очень серьезную тему говорю, но это очень важно понимать и иметь сопричастность с потребностями людей. Вот это очень важно. И поэтому я благодарен за такую возможность. Опять же говорю, ты его нигде не купишь, этот опыт. И я всем бы советовал бы, даже, к сожалению, городские ребята, мы иногда живем, вот дом, офис, магазин, дом. Либо офис, там, пятница, да, кафе, потом дом. Мы жизни не видим, которая происходит вокруг нас. Вот много хороших парней и девушек когда-то создали партию «Реформа». Что с ней случилось? Что вы все разбрелись так? Я думаю, что эти ребята еще есть хорошие, то есть они все хорошие. Мы извлекли урок, потому что никто из нас до этого не занимался выборами. Все думали, что вот нас любят там в Фейсбуке, там многие очень популярные, там в Твиттере, да, такие. И вот в этот день судьба решила. Ну, оказалось, что больше людей решило просто поехать покататься на лыжах
в тот день замечательный. И на голосование пришли, как всегда, оказывается, бабушки, пенсионеры, да. Хорошо, представим такую гипотетическую ситуацию. Вы набираете 100% в Бишкекский городской кеңеш, ваша партия, да? Когда появится бесплатный троллейбус, Wi-Fi и бесплатные лекарства для инвалидов? Срок можете назвать? Да, мы сказали это в течение 4 лет. У нас есть 4 года решить поэтапно каждый вопрос. Это получается, в 2021 году в Бишкеке будет бесплатный транспорт. Бесплатный транспорт. Наши уважаемые пенсионеры и болеющие, кто требуется лекарства, будут получать его. И мы заставим весь Wi-Fi по городу. Общественные места. Что вы можете обещать журналистам? Журналистам, открытый доступ вам. Когда вам говорят, что вы филиал СДПК, вы не обижаетесь? Во-первых, мы не являемся филиалом СДПК. А во-вторых, мы уже так привыкли слышать разные комментарии. Это я нашел лазейки в законодательстве, чтобы все-таки сказать, с какой вы партии. Нет. Нет, я понял вас. Но мы не являемся, уважаемые телезрители. Тем более на носу у нас скоро большие праздники. Декабрь, мы видим, что сегодня нам преподносит такую интересную погоду. Много сегодня недоумений, у нас осень или зима. Поэтому, несмотря ни на что, всем хорошего, отличного настроения, благополучия всем вам. И до скорой связи. До свидания.